Рассыпает конфетти, исполнение желаний щедро обещает впереди. Исполнение желаний щедро обещает впереди. По заснеженным просторам Дед Мороз спешит во все дома. Белоснежные узоры, все одела зимушка зима. Снова чудеса случатся, просто в них поверь и улыбнись. Пусть удача и везение разукрасит ярко нашу жизнь. Пусть удача и везение разукрасит ярко нашу жизнь. Вновь елки новогодние, верных соберем своих друзей. И разделим мы сегодня с ними радость новогодних дней. Знаем, что по всем приметам будет счастлив тот, кто счастье ждет. Вновь и в 21 веке наступает 21 год. 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 Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал» шоу «Поле чудес». И я прошу вас не забыть поднять бокалы за родных, за близких, за друзей, за товарищей, за всех. Но один тост поднимите за тех, кто накрыл нам новогодний стол. Сделал все возможное, чтобы он был обильным и вкусным. Именно поэтому сегодня в студии животноводы «Год быка». А с кем еще играть сегодня в «Поле чудес»? Первая тройка в студию. Первые тройки игроков сегодня: Ольга Николаевна Баранова, город Барнаул, Богдан Юрьевич Сидорук, Ленинградская область, город Волхов, и Марина Сергеевна Щепетова, Владимирская область, село Шихабалово. Богдан Юрьевич, не будем нарушать традицию. Конечно, Леонид Аркадьевич. Новый год. Спасибо. Мы поговорим сегодня с вами об вас. То есть не об вас, а то, чем вы занимаетесь. Коровы, быки, год быка, ну что поделаешь. Вот задание на первый тур. На русском севере шутливо говорили, что держат коров не ради кабушки, куличика из творога и толокна, называется кабушка, а ради коровьего навоза, которым удобряли поля. А как в этой поговорке называлась лепешка, эта самая коровья? Извините, не я готовлю задание, но уж больно я никогда не думал, что это так красиво выглядит. Я никогда в жизни даже и не думал. 600 очков на барабане. Букву назовите любую. Буква А. Откройте. Вы из Барнаула? Да, Барнаул. Город Барнаул, Крайского края. Ой, сколько раз был. Да. Чем занимаетесь в Барнауле? Техника, семенатор, коров и телок. Вы? Да. И сколько же лет вы работаете? В хозяйстве я 22 года. Не могу не задать вопрос. А где этому учат? Специальные курсы по повышению квалификации. 550 очков. Буква. Буква Т. Вперед, Богдан Юрьевич. Леонид Аркадьевич, приехал я из города Волхова, но мало кто знает, что недалеко от города Волхова есть такое местечко Старая Ладога. Именно оттуда берет начало Русь, потому что Старая Ладога была первая столица Руси. Начало еще берет 753 года. А как говорили на Руси, чего требовал народ? Хлеба и зрелищ. Поэтому подарки в студию! Наша Ленинградская область очень богата. Все, что сейчас вынесли, все произведено, изготовлено в Ленинградской области. Золотые яички, их несут наши лучшие курочки-несушки. Ведь мы первые в Российской Федерации по производству яйца и молока. И третье место по производству рыбы занимаем.
Слушайте, а вы чем занимаетесь? Я ветеринарный врач. Работаю в Государственной ветеринарной службе Ленинградской области. Вы семейный человек? Нет, вот у меня есть тут один сюрприз. Какой такой сюрприз? Приехала поддержать меня моя подруга, моя девушка. Ну? Она тоже ветеринарный врач. Она здесь? Здесь. Да где же она? И это близкий вам человек? Да, мы То есть уже- так надо понимать, что вы ее любите? Ну, конечно, безусловно. Я люблю. бы на ее месте начал бы сомневаться в этом. Да, конечно, ну, друг мой, С конечно. Новым годом, любимый. О, Я приготовил ей подарок, с вашего позволения. что это? Яна Андреевна, будешь моей женой? Ребята! Какое событие! С Новым годом, любимая. Шампанское в студию! Ах, братцы, какое событие! Возьмите, возьмите. Ну, за вас. А за кого еще? С Новым годом! Спасибо. Дай вам Бог счастья, счастья, счастья. Леонид Аркадьевич, ну, конечно же, какой ветеринарный врач без халата? Позвольте, одену вам. Я-то ладно, халат я одену. Именной. Ну, Леонид Аркадьевич, позвольте подарить вам вот такой значок. Это наш символ ветеринарной службы Ленинградской области. Давай. 350 очков на барабане буква. Г. Это как раз относится к тому, что мы угадываем. Давай, Марина Сергеевна. Леонид Аркадьевич, я приехала из села Шахабал в Юрьев-Польского района Владимирской области. Работаю оператором машинного доения в одном из самых лучших, замечательных хозяйств не только нашей области, но и всей России. Доярка? Ну да, простонаречие, да. Нет, серьезно, это... Да. Так да. теперь же сейчас вроде аппараты я Все видел. автомеханизировано, поэтому сейчас появилось новое название оператор машинного доения. Ну, То есть, сама когда-нибудь дергала за ну как же, я сцеживаю первой стройки, конечно. Перед тем, как подключить аппарат. трудная работа же очень. Очень трудная, да. Ой. Трудная и ответственная работа. Чего дома, расскажи мне. Дочка. Так мы счастливые... Дочка сколько лет? Да. Будет 10. Как в апреле. зовут? Дарья. О, Дарья. Как звучит у меня Варвара, тоже звучит. Наступающих. 750 очков. Буква. Р. Сейчас, я должен проверить. Я все буду проверять теперь. Я все буду проверять. Потому что Ольга Николаевна подозревает, что я к ней неровно дышу. Подарки в студию. У меня еще подарок музыкальный коллектив. Вьюга по лесу выла, ой, люто, на свидание, наверное, не торопится никто. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит.
450 очков. Буква Ж. Что вы все, Ж? Я понимаю, что эта тема так навеяла. Давай, Богдан Юрьевич, крути барабан в присутствии жены. Теперь кому выиграть, как не вам. Уважаемые телезрители, с помощью красной кнопки на пульте вашего телевизора вы также можете крутить барабан и отвечать на вопросы нашего капитал-шоу «Поле чудес». Лучших зрителей мы пригласим для участия в нашей программе. Где и как можно играть, вы видите сейчас на бегущей строке в ваших телевизорах. Итак, вопрос для телезрителей. Сектор приз на барабане. Ну, Играем дальше. как вы не хотите сделать подарок жене? Я и так сделаю ей подарок. Пожалуйста. Леонид Аркадьевич, со мной приехал лучший в Ленинградской области народный ансамбль «Реченька» и Михаил Безелюк. Ну, С песней «Метелица». студию. Вокруг засыпала дома, и запорошила тропиночки. А раскрасавица зима, играют белые снежиночки. А только резвых лошадей, да расписные мои сани. Несите-ка, милой, да быстрее, на долгожданное свидание. А белая метелица вдоль дорожки стелится, а закружила голову я парню чернобровому. А белая метелица вдоль дорожки стелится, а закружила голову ты парню чернобровому. Звенят бубенчики, звенят, снежинки падают на плечи. А все в округе говорят, что ни к чему нам эти встречи. А я не верю никому, да только крикну: эх, залетные, несите быстрее вы к ней, да словно ветры беззаботные. А белая метелица вдоль дорожки стелится, а закружила голову я парню чернобровому. А белая метелица вдоль дорожки стелится, а закружила голову и парню чернобровому. Белая метелица вдоль дорожки стелится, а закружила голову я парню чернобровому. А белая метелица вдоль дорожки стелится, а закружила голову и парню чернобровому. А закружила голову и парню чернобровому. А закружила голову и парню чернобровому. Браво! Ну что, 2021 очко. Буква «Н». Н. Вот она знает. Вот я просто по глазам вижу, что вы знаете. Сколько лет вы работаете уже? В сельском хозяйстве 10 лет. 400 очков. Буква Буква М. 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 Мне все с Ольгой Николаевной. А вы одна работаете в хозяйстве или с вами еще кто-то работает? Вы там одна справляетесь? Нет, не одна. Это производится искусственным путем или... Это производится искусственно, да. То есть не надо быка выводить по коровам? Нет, у нас нет быка. То есть нет, это не занятое место. Это я всем быкам сообщаю, что место не занято. Сектор приз на барабане. Играем. И вы отказываетесь от приза. 2021 очко. Буква Л. 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 Откройте. 450 очков. Буква Б. Что так грустно-то? Сама и говори сама. Откройте мне букву. Букву Б откройте.
450 очков. Буква. Буква Е. Давайте, ветеринары. Вперед! Леонид Аркадьевич, мы все знаем, что этот год – это 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим и первым и единственным в России мы открыли вот такой чудесный памятник военным ветеринарным врачам, фельдшерам и санитарам. У вас там такой памятник? Единственный в России, в Ленинградской области. А также хотелось бы вам подарить памятную тарелку для музея «Поле чудес» с гербом ветеринарной службы Ленинградской области и всеми станциями, гербами всех станций по борьбе с болезнями животных Ленинградской области. 1000 очков на барабане. Буква. Буква К. Откройте! Ах, какое название, прям благозвучное. Леонид Аркадьевич, хочу поблагодарить свою команду. Это мои друзья, мои коллеги, ветеринары. Они приехали меня поддержать сейчас здесь тоже во главе с руководителем управления ветеринарии Леонидом Николаевичем Кротовым. Все приехали, мне помогали, поддерживали меня. Хочу поблагодарить всех руководителей агропромышленного комплекса Ленинградской области, которые тоже принимали все активное участие в подготовке к этому мероприятию. Ну и, конечно же, хочу передать привет своей большой ленинградской семье. Кто? А большая семья это кто? Все жители Ленинградской области. Привет. Ну и, конечно же, своим родителям, моей любимой маме, моему дорогому отцу, брату и бабушке из Орла, Светлане Николаевне. Привет. Бабушке сколько лет? 75. О! Как ее зовут? Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, мы с вами одногодки. С наступающим Новым годом. На ваше 100-летие позовете, приеду обязательно. 500 очков. В общем, буква. всем жителям России привет и поздравляю с наступающим Новым годом. 550 очков. Буква. Осталось-то, господи. Одну букву угадать. Одну. И. Какая? И. Че грустите? Че грустите? Вам отгадать надо. Леонид Аркадьевич, Да. у меня на попечении находится около 500 буренок, которые производят... Сколько? 500. Которые в день производят, то есть надаивают где-то 30 тонн молока вкусного. И знаете, почему оно вкусное и натуральное? Потому что мы их кормим такими вкусняшками. Подарки в студию. Вам личный привет от генерального директора Жирнова Дмитрия Николаевича. Сюда. Ну, что хочется людям пожелать? Пожелать здоровья. А поддержит здоровье мед, который собран на лугах и полях нашего Аполья. И вам личный привет от главы крестьян-фермерского хозяйства Самодурова Александра Владимировича. Также вот вам в подарок пирожки весом 1 грамм. Они называются на зубок, мы их называем. Вот пирожки перед вами. Вот этот пирожок. Да, называется на зубок. Весом 1 грамм. Он с начинкой. Это сделала умелица нашей золотые ручки Ирина Гогина. Ух Вам ты. от нее тоже привет. Еще я хочу поблагодарить руководство своей организации, руководство района за то, что оно помогло мне приехать сюда к вам в студию. За этот прекрасный праздник, который нам создало Министерство сельского хозяйства. Большое спасибо. Хорошие слова никогда не пропадают в суе. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? 5-ю. 5-ю. Ах, надо было открыть 6-ю. Леонид Аркадьевич, также у меня есть музыкальный подарок. Со мной приехали мои друзья, народный ансамбль Юрьев-Польского, напевы Аполья. Сыпал снег булавному под ноги, дул в лицо прохладный ветерок. Ехал парень дальнею дорогой, завернул погреться в хуторок. Ехал парень дальнею дорогой, завернул погреться в хуторок. Встретила хозяйка молодая, как встречала
Чает близкого родня, в горницу любезно приглашая, чарочку с дороги налила. В горницу любезно приглашая, чарочку с дороги налила. А на утро встал я с позаранку, вышел я буланного пои. Вижу, загрустила хуторянка и не хочет со мной говорить. Ой, вижу, загрустила хуторянка и не хочет со мной говорить. Руку подала и не словечко, опустила вниз на глаза. Снял тогда я золотую уздечку, расседлал буланного коня. Ой, снял тогда я золотую уздечку, расседлал буланного коня. Так и не доехал я до дому, словно затерялся в камыше. Что же делать парню молодому, коль пришлась девчонка по душе? Ой, что же делать парню молодому, коль пришлась девчонка по душе? 600 очков, буква. С. Ну, произнеси теперь вслух, что сказала. С. Ну, попробуй слово скажи. Алабуска. Ну, что это? Алабуска. А я говорю, это как звучит по-новогоднему. Вот сейчас нам Ольга Николаевна доложит. Алабушка. Алабушка! И перед нами первый финалист. Капитал шоу «Поле чудес». От нашей программы, от телекомпании «Вид», от Первого канала подарки. Первые тройки игроков в студию. И всем достаются вот эти кружечки специально к Новому году. От Министерства сельского хозяйства России. Подарки первые тройки игроков в студию. О, подарки в студию. Это по-настоящему вкусно. Кубань продукт, кубанский подарок к вашему столу. И вновь в эфире капитал шоу «Поле чудес». Вторая тройка игроков. Анастасия Александровна Матвеева, Удмуртская республика, село Водзимонье. Михаил Михайлович Костиков, Брянская область, село Толмачево. Нина Анатольевна Камбарова, город Подольск. Михаил Михайлович, традиция. С наступающим Новым годом. Ага. Вот задание на второй тур. Как в старину в России называли корову, дававшую за удой ведро молока? О, извините, ради бога. Да. Как мы и обещали, мы будем исполнять желание. Вот еще одно письмо достали из той большой кучи писем. Как мы и обещали, письма военнослужащих и контрактников, и тех, кто служит по призыву, и учащихся военных училищ выделены в отдельный совершенно реестр. Вот одно такое письмо. Оно пришло от Анастасии. Сейчас, секунду. Я обучаюсь на 4-м курсе финансово-экономического факультета военного университета Министерства обороны. На протяжении более 10 лет я мечтаю поздравить своих родителей с днем рождения лично. Увидеть улыбки мамы и бабушки, когда я вручу им букеты их любимых алых роз. Однако ежегодно в этот день служба обязывает меня оставаться в Москве. В этом году моей маме, военнослужащей Северного флота, старшего матроса Марины Анатольевны Жук, будет юбилей. Ей исполнится 50 лет. Серьезный случай. Человек не может приехать поздравить маму с днем рождения, она на службе. И мама на службе. Поэтому, несмотря ни на что, мы от имени министра обороны вместе с Александром Маршалом поехали в Североморск. По просьбе министра обороны выполнить пожелание Анастасии Жук
и поздравить ее маму с днем рождения. Что? Это вам от Насти. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Очень спасибо большое. О! Да, пироги с брусникой. Мне тоже не верится, что вы сидите здесь. Живые, мы живые. Мне это вообще не верится. Все нормально. Она написала письмо. Так, она даже мне ничего не говорила. Министр сказал, езжайте. Мы сели, приехали. Ой, спасибо большое, очень приятно. Прям вообще. Нет, Сергей Кожугетовичу спасибо. Да. Ну а что, нет? Спасибо. Конечно. Конечно, это такой подарок. Вы, наверное, были у девочек в этих пансионах? Нет. Не было? Я вообще ничего не знаю. Я получил письмо. Да. Обязательно. Министр говорит, езжайте, мы поехали. Обязательно съездите в этот пансион. Это там очень великолепно, там очень красиво. Разрешите от имени министра обороны, Спасибо. от Первого канала, от телекомпании «Вид». Спасибо большое. Дай вам Бог. Спасибо. Удачи, здоровья. Подарки в студию. Леонид Аркадьевич, я приехала с Удмуртии. А вы, простите, вы кем работаете-то? Я работаю зоотехником-селекционером в колхозе. Что такое селекционер? Ну, это специалист, который ведет постоянный отбор животных в хозяйстве. А у вас в хозяйстве сколько животных? У нас 10 тысяч поголовья общего, коров 3500 голов. Ежедневно мы доим почти 90 тонн молока. Я приехала не одна, приехала с детьми. Что же вы молчите? Их 3. Где эти 3? Слушайте, братцы, так вы счастливая женщина. Вот это селекция лучшая в вашей профессии. Ну что я могу сделать? Новый год, дети в студии. Ой. Подарки в студию. Как же они могут уехать без подарков? Подарки в студию. Леонид Аркадьевич, у нас Егор хотел вам рассказать еще стишок. Иди сюда. Идите сюда. Давай. Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, белки шишек не грызут, зайчики едят с волку на колючей елке. Даже в Новый год дождик не простой, а в Новый год он золотой. И даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос. Новым годом! Молодец! Держи, держи, подарки. И вам, бегите на место. 1000 очков, буква А. А задание напомните, мы о чем? Как называли корову, дающая в России, дающая 1 ведро молоко? Откройте букву А. Мы вам привезли музыкальный подарок. Это энергичный, веселый коллектив удмуртский, вокальный, Тултым, Шартанский район. Очими через нас. Ой, ми,
Аркадьевич, я вам привезла путевки, которые передали Министерству сельского хозяйства Удмуртской республики. Но не только вам, еще двум участникам моей тройки, нашей тройки. Так а что они здесь лежат? Надо передать им. Этнопутевки, где можно тур с выходного дня, где можно прикоснуться к истории Петра Ильича Чайковского, Михаила Тимофеевича Калашникова. Попробуйте удмуртские перепечи, проведете душевный вечер с бурановскими бабушками, на рыбалке побудете, в баньку сходите. Приезжайте, всех зовем в гости. Михаил Михайлович прям весь зацвел. Он с бурановскими бабушками. Действительно, бабушки соскучились. Какой, боже мой, призовой сектор. Сектор «Вкусы России» на барабане. «Вкусы России». Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания, организованный Минсельхозом России. Познакомиться со всеми участниками конкурса можно на сайте вкусыроссии.рф. Теперь, путешествуя по России, вы всегда можете ориентироваться на свой вкус. Удмуртская легенда гласит, что такие высокие шляпы белого цвета одевались мудрецам, жрецам. Мы вас тоже считаем мудрецом, потому что откуда вы берете такие вопросы? И с гордостью одеваем его вам. Ему что? Ему к бабушкам ехать. Он уже видит эту поездку. Ох, а там что делается? Бабульки прям все раскраснелись. Ну что, «Вкусы России» — это знаете сколько? 5000 очков. Надо угадывать. Буква? Буква «И». Откройте. Наш регион еще входит в топ-5 России по производству молока. А какое молоко без быков? Также есть еще молоко без быков? Да, а как? Обязательно. Быков доите? Нет, быков не доим, но без них никак. Нам надо семя. Сколь раз я говорил? Без быков никуда. Но... Поэтому у нас в регионе 2 племпредприятия, которые содержат быков-производителей. И они вам тоже прислали подарки. Ушла здесь была замечательная женщина, которая работает осеменителем. Да. И другая пришла, у нее 1000 голов коров, а быка нет. Ну, потому как бы вас соединить? Потому что живыми быками мы не работаем, мы работаем с семенем. А как же раньше-то быки сами как-то... Да, работали, а сейчас вот на производстве. Работали. Какое слово ты выбрала? Работали. Ой. Вы вот наработали 3 детей. Да. У меня 2. Я работал. Хотя действительно, труд тяжелый. 350 очков. Буква. Е. Откройте! 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Ну, Машка. Ну, счастлив Бог. Открывай. Боже мой. Чё? Денежка. Ну, так с Новым годом. Денежка. 350 очков. Буква. Д. Откройте! Слово. Ну? Ведерница. И перед нами 2-й финалист капитал-шоу «Поле чудес». Михаил Михайлович, вы кем работаете? Ну, в настоящее время глава крестьянско-фермерского хозяйства. У вас свое хозяйство? Да. Много ли там живности? Ну, достаточно. Многопрофильное хозяйство. 300 голов у нас коров. Во! Бык есть? Обязательно, несколько. Вот! Прям мне за быков стало даже как-то я вдруг запереживал. Привез от переработчиков наших Брянской области вам гостинцы. Гостинцы в студию. Кучевские валенки, Леонид Аркадьевич. Это у нас мастера, сами делают мастера, которые, значит... Вручную? Вручную. Ну, здрасте. Здравствуйте. Откуда вы? Я приехала из Подмосковья, из города Подольска. Есть такой поселок Быково. Конечно. Он, кстати, Быково или Быкова? Ну, вообще-то Быково, как мы говорим. Угу. И такое название символическое, потому что там у нас стадо быков-производителей. Вот. Я работаю технологом. Как раз у меня получают удовольствие те самые бычки, которые потом работают в хозяйствах. Как же приятно слышать, бычки! Поскольку я приехала из Подмосковья, то труженики сельского хозяйства Подмосковья просили передать вам маленький привет. Пожалуйста, подарки в студию. Здесь, в этой корзине, которую несут,
все тепло и любовь тружеников Московской области. К вам подойду. Вот тут есть белый халат. Лично по просьбе нашего генерального директора. Сергей Александрович, я выполнила ваше поручение. Нет, я накину вам на плечи. А так положено? Ну, накинем, не будем вам портить ваш красивый. Пожалуйста, сосуд в студию. Вот здесь находится племенной материал. Та самая продукция, которую мы заготавливаем от быков-производителей. Вы можете подработать к празднику. У вас наверняка есть знакомые, которые держат коров. А для того, чтобы вы не заблудились, как это? Вот здесь вам самоучитель. Здесь все написано, рассказано, показано. Кстати, Ахмед Имашевич Абилов от автора. Вам. Здесь значок в год металлического белого быка. Это наш символ. Мы вам дарим на добрую память. Спасибо. Поскольку у нас большое предприятие, в наш состав входит еще 26 племенных предприятий по России, они все вам велели низко кланяться, передавать привет. И мордовское племпредприятие в лице Лукониной Ольги Николаевны просили передать вам музыкальный привет. Пожалуйста, ансамбль Торома. Шестень бакс, а розчагасенье, калитом, тенесать, кеманы обкеман. Брачный слов, ущипать, сёк сесть огонь и здесь. Зяр и еть, Косотон сетус сесть. танцуют все! Вдруг, как в сказке, вскрикнула речь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Но все где-то был за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. От Капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала, от телекомпании «Вид». Подарки второй тройки игроков к Новому году в студию. От Министерства сельского хозяйства к Новому году подарки в студию. И всем, кто играл, вот такие кружки от «Поля чудес», которых больше нет ни у кого. Но это еще не все. Подарки в студию. Азер-чай с лимоном и имбирем. Идеальный напиток для 1 января и всего будущего года. Азер-чай – любимый чай для всех семей. И вновь в эфире Капитал-шоу «Поле чудес». Предновогодняя игра «Третья тройка». Лайсан Хамитова, Республика Татарстан, село Шека. Светлана Михайловна Раскатова, Орловская область, город Мценск. И Татьяна Владимировна Чупина, Рязанская область, село Вакино.
Ах! Спасибо. С наступающим. Спасибо. С наступающим. Спасибо. Вот задание на третий тур. В старину на Руси на шею теленку вешали маленький бубенчик. На шее корове большой. Отличался он глухим звуком. Считалось, что такой звук отпугивал волков. Как назывался большой бубенчик? 850 очков. Буква А. Откройте. Как переводится ваше имя? Мое имя переводится как первый дождь весенний. Весенний. Весенний первый Когда дождь. весенний первый гром, то ли шутя, то ли играя, грохочет в небе голубом. Лайсан, красивое имя кто дал? Мама. Ой. Подарки в студию. О, подарки, подарки. Леонид Аркадьевич. Скажи мне, друг мой, село Шика, это далеко ли от Казани? От Казани 110 километров. Большая семья у вас? Нет, я, мама и папа, мы троем живем. Родители, привет. У нас татарстанские номинанты в конкурсе «Вкусы России» стали призерами. И я привезла татарский вяленый гусь и казанский чак-чак. Чем вы занимаетесь в селе Шика? Я работаю в соседней деревне в хозяйстве племенным учетчиком. Что это значит? Это значит, я сижу на компьютере, специальная программа, которая ведется учет племенных животных. Слушайте, всегда спрашиваю, мне жутко интересно. Село большое? Небольшое. Как переводится Шика? Шика, ну, в старом народе его назвали и как щука, рыба-щука, а по-другому Шика это вышло от того, что у нас жил один ученый, Яхья Хазрат, и он всегда подшучивал, что у него в погребе есть, ну, как ангелы, и назвали ангелы Шика. Что, друг мой, ангелы в погребе? Ну, они типа там выращивали малину. В погребе? Да. Это он придумывал такую сказку для детей и всегда рассказывал это. И вот от этого у нас все время, когда мы говорим, что мы из села Шика, все время говорят «О, Шика перилере». Это по-татарски «Шика перилере» называется. Я себе представляю, как они повылезут все из погреба. Не полезут. 800 очков. Буква Б. Откройте. Из вашего письма я знаю, вы же чемпион чего-то. Да, у нас как раз в 2020 году, в августе месяце, прошел республиканский конкурс за техников-селекционеров, и я там стала абсолютной чемпионкой. Что же вы молчите? Так мы вас поздравляем. Спасибо. 450 очков, буква Л. Откройте. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Какую шкатулку вы выбираете? Левую. Ну, откройте. Ну. Есть. Во, смотри, угадала. Со мной еще приехали народный вокальный ансамбль «Мирас» и Рустам Насибуллин. Бурап барлар күмбә кышның ызын юллары Шың-шың үйтә җил тузыгыта Җиз қыңғырау мұнары Җиз қыңғырау кимеш мыңнар Уйлата синең хаққа Синең хаққағы уйларым Яшьлеккә алып кайта Уйлата синең хаққа Аяла барай
Очрашулар, кавышулар, кайрылу сагышларга. Үткәндек тавышларга. Сектор приз на барабане. Решение. Приз в студию. Ну, Александра Рустемовна, как вы понимаете, я женщинами не торгуюсь вообще, а уж тем более в предновогодний вечер могу отдать. Давайте. Но, с другой стороны, не хотелось бы хоть чем-то омрачить ваше хорошее настроение. Отдать? Отдать. Вы уверены? Да. Вам это надо? Надо. Точно? Точно. Нет, не то, что я сомневаюсь, но как-то я не понимаю. А, вы же в селе живете? В селе. И у вас дом свой? Дом. Да? Да. Угу. И вам это надо? Надо. Под Новый год? Да. Вас родители ждут? Ждут. И вы с этим приедете? Конечно. Ну, с Новым годом. Спасибо. Опа, улетел. Спасибо. Минуточку. Ужас. И это только представитель большого подарка. Беги. Светлана Михайловна, чем занимаетесь в Мценске? Я работаю на предприятии, руководитель большой отрасли, которая называется животноводство. Да-да. И в моем подчинении есть и быки, и коровы, и мужики. О! Наше предприятие выращивает и зерно, и кукурузу, и подсолнечник, выращивает мясо и доит молоко. Поэтому подарки в студию. Орловщина – это хлебный край. Поэтому каравай от Орловской области. Яблочки тургеневские. Картина мастера-резчика, большого друга нашего предприятия Алексея Голубева. И, наконец, вкуснейшая, нежнейшая, чистейшая продукция собственного предприятия. Какая такая продукция? Мясная. Это вы делаете? Это мы делаем. Это сколько же народу работает у вас на предприятии? Более 500 человек. Дорогая моя сестричка, моя огромная семья, друзья, партнеры, коллеги по всему миру, дорогие труженики села, поднимите сегодня бокалы. Давайте поздравим друг друга с Новым годом. С наступающим Новым годом, годом быка символического. К достижению новых целей идем, как те боевые быки на арене. А дома уюта, тепла, добра и света. Пользуясь случаем, разрешите поблагодарить Министерство сельского хозяйства, вашу программу, за то, что вы нас пригласили на этот прекрасный праздник, за то, что нас видят все уголки нашей страны.
и все страны, которые могут нас смотреть. Ребята, привет и наилучшие пожелания. Музыкальный ансамбль «Славич». Отворяйте ворота дубовые, запрягайте горячих коней. Тройка быстрая, сани ковровые, снеговите раздолье полей. Ой, да, сердечко забьется птицею, тройка несется, хлебосольная да раздольная русская зима. Разгулялась метелица снежная, серебристой смахнула водой. Белым пологом дали безбрежные, позатернул мороз молодой. Ой, да, сердечко забьется птицею, тройка несется, хлебосольная да раздольная русская зима. Разгулялась веселье метелицей, удаль русская, русский размах. Белым пухом дороженька стелится, тройка ветер, огонь в бубенцах. Ой, да, сердечко забьется птицею, тройка несется, хлебосольная да раздольная русская зима. Ой, да, сердечко забьется птицею, тройка несется, хлебосольная да раздольная русская зима. Разрешите еще особо поблагодарить своего руководителя, беспокойного руководителя, Жирнова Николая Александровича, который руководит этим предприятием уже много лет, более 30 лет. Следующий год у нас юбилейный. Это вы меня приглашаете? Естественно. И не просто так. Мы не только любим трудиться на селе, но мы любим и уважаем историю. И на нашей территории поставлен прекрасный, уникальный мемориальный комплекс воинам-танкистам, гвардейцам. Поэтому я вас приглашаю от имени Николая Александровича Жирнова, от его заместителя Шатохиной Лидии Николаевны. Приезжайте, покажем, расскажем. 350 очков, буква У. Как приятно видеть вас сегодня здесь, Татьяна Владимировна. Здрасте. Ну, вступайте в игру. Чем занимаетесь в селе? Я директор по животноводству огромного комплекса, большого предприятия. А у вас сколько голов? У нас больше 7 тысяч. Но у нас только девочки. У нас только девочки. Но зато, Леонид Аркадьевич, у нас есть все технологии доения, которые можно. У нас есть привязь, у нас есть доильный зал, у нас есть 33 робота на одной площадке. Такого нет больше нигде, ни в Европе, ни в Азии, ни в России. У нас самый крупный роботизированный комплекс. И там самые счастливые коровы. Сектор «Вкусы России» на барабане. Подарок в студию. Это вам благодарность за то, что вы для нас делаете. И еще 2021 очко. Буква О. Откройте. Подарки в студию от прекрасной Рязанской земли, где протекает прекрасная красивая река Ока. Какая у вас картошка. Замечательная Какая картошка. потрясающая картошка. Ой, рязанская. А вы знали, Леонид Аркадьевич, что Рязань – родина леденца? Что вы, это мое детство. Да. Конечно. Петушки. Прекрасно. На каждом углу продавались. 450 очков. Буква. Буква Т. Откройте. А задание помните? Это специальный колокольчик, который вешался на телят или на коров. И считалось, что его звук отпугивает волков. Ну что, кому я, зачем я с этим лезу? Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву. Откройте последнюю букву. Ну? Леонид Аркадьевич, у меня такая будет к вам просьба. У меня совсем недавно был юбилей. И я прошу со мной выпить немножечко 100 грамм за здоровье. Какой такой был у вас юбилей? 2 раза по 25. Что будем пить-то, ничего нет. Шампанское в студию. Шампанское в студию. Ой, я никогда не думала, что моя профессия когда-нибудь заведет меня на Первый канал, на игру «Поле чудес». Я буду стоять вот так, стоять рядышком с Леонидом Аркадьевичем
И смогу передать приветы всем своим родным, всем своим близким, которых судьба нас раскидала по всей стране, по всему миру. Китай, Олечка, сестра, родимая моя, Сяобин, Мишка, привет большой. Большой привет моему родному Алтаю, всем моим родным, всем моим близким, мама, папа, братишка, ребята, Чоя, Барнаул, Заринск. Огромный всем привет. Я так скучаю по нашему снегу, я так скучаю по нашему солнцу и морозу. Большой привет, Красноярск, Камчатка, Смоленск, Германия. Ребята, я вас очень всех люблю. Всех с Новым годом. Всем огромного счастья, всем здоровья. Ребят, привет, привет. Огромный привет моим коллегам, моим соратникам, моим друзьям. Ой, я боюсь даже называть все страны, где они есть. Это от Аргентины до Хабаровска. Ребят, я вас всех помню. Мы делаем великое дело. Мы кормим людей, мы кормим нашу страну. Ребят, всем привет, всем здоровья, всем успехов. С Новым годом всех! За ваши 18 лет. Спасибо. Дай Бог, с наступающим. С наступающим. Ах, дай Бог вам прожить ровно столько еще и оказаться в этой студии, чтобы мы опять смогли с вами поднять бокалы. 850 очков. Буква Ш. Откройте! Ура! Чего ура-то? Нет, я не сказал, что она есть. А вы сказали откройте. Откройте, но они же не открывают. Светлана Михайловна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Сектор приз на барабане. Приз? Как приз? Приз. Приз в студию. Светлана Михайловна, никакой торговли не будет. Никакой. Да нет, я понимаю. С женщинами торговаться это себе дороже. Но с другой стороны... Сюрприз. Пообещайте мне, что бы здесь не было, вы останетесь в хорошем новогоднем настроении. Конечно. Путешествие по Золотому кольцу России. В любое время. Вот вам неделя вдвоем по Золотому кольцу. Спасибо. Дай вам Бог. С Новым годом. Татьяна Владимировна, у вас есть 3 результативных хода. 3. Чтобы открыть это слово. 750 очков. Буква Р. Чего вы на меня смотрите? А куда? Туда. Откройте букву. Ну, конечно. Откройте букву Р. Слово целиком. Болтарь. И перед нами 3-й финалист Капитал-шоу «Поле чудес». От Капитал-шоу «Поле чудес». От телекомпании «Вид». От Первого канала подарки в студию. От Министерства сельского хозяйства подарки к новогоднему столу в студию. Всем без исключения. Вот такие кружечки новогодние, которых больше никогда ни у кого не будет. Ах, разве это все? Подарки в студию. Новый год – время открывать свои самые главные припасы. Овощи и фрукты, выращенные на Кубани. Кубань-продукт, кубанский подарок к вашему столу. И вновь в эфире Капитал-шоу «Поле чудес». Вот задание на финал. В старину на Руси существовало поверье. Чтобы корова скорее сошлась с быком, нужно подать ей хлеб с солью. И это обязательно нужно было сделать через... Через что? 350 очков, буква. Буква Б. Прошу. Через 600 очков, буква. Буква А. Вам, конечно. А кому еще? Извините, ради бога. Ну, конечно. Мы обещали выполнить 3 желания. Вот 3 письма, которые мы подняли из почти миллиона писем. Чупина Таис Петровна из деревни Черемшинка. Вот ее письмо. Мы с семьей проживаем в сельской местности всю жизнь. У нас огромная мечта с мужем и с внуком Максимом. Я никогда не была в Москве. Помогите, пожалуйста, приехать в Москву и помолиться в храме Христа Спасителя. Ну, согласитесь.
Мы передаем это письмо в администрацию патриарха всей Руси. Уверяю вас, вам помогут наверняка. Приезжайте, дорога оплачена. Приезжайте, вас встретят в храме Христа Спасителя. Ах, какое письмо! Ах, какое письмо! Вот еще одно письмо. Алимов Рамиль, город Саранск. Я никогда не думал, что так приятно выполнять чужие просьбы. Леонид Аркадьевич, у меня семья, жена и грудной ребенок. Сам сейчас без работы, только стал на биржу труда. Ребенку не могу купить зимний комбинезон и зимние вещи. Считайте, что они уже у вас. С Новым годом! И третье письмо, вот оно перед вами. Республика Беларусь от Андрея Николаевича Бессмертного. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич. Зовут меня Бессмертный Андрей Николаевич. Я очень прошу вас подарить мне компьютер, так как я хоть смогу работать дома и обеспечивать себе существование. Боже мой, ну, конечно, отправляем вам компьютер. С Новым годом вас, с Новым годом. Не грустите, все будет хорошо. Рядом с вами хорошие люди. 450 очков. Буква П. Буква П. Угу. Начнем сначала. Значит, корове надо дать хлеб с солью, черняшечку с солью. 400 очков, буква. Буква Е. Продолжаем разговор. Крутите барабан. Коровы-то у нас где стоят, девушки? В хлеву. В хлеву, вот. А ну-ка вспомните в старину хлеб. 450 очков. Буква О. Откройте. Ну вы когда корову кормили? Да, кормили. Чем? Ну с руки у нас чего она? Хлеб с солью любит? Любит. 600 очков. Буква. Буква С. Вот мы, работники такого хозяйства. Русь, матушка, поверит, старинная. 1000 очков. Буква. Ну, З. Откройте! Это не «ну-зе», это такое «зе». Ого-го! Слово. Ну, изгородь. И перед нами победитель! Капитан шоу «Поле чудес». Победитель! Ура всем! У вас 4221 очко. Вы знаете, что я вам скажу? Новый год. Министерство сельского хозяйства. Да даже если бы оно нас не просило об этом, вы же накрываете новогодний стол. Конечно. 8442 очка. Снегоход. Снегоход, пожалуйста. Так вот, собственно, еще 42 очка. Что с ними делать, я не знаю. Фонд мира. Во-первых, не фонд мира, а фонд сельского хозяйства. Хорошо. Значит, давайте, может, вам хозяйства. швейную машину? Хотите швейную машину? Хочу. Все. Значит, снегоход и швейную машину. Ура! Снегоход, вот. Можно швейную... Конечно, подойдите. Швейную машину в студию. Класс. Ну, естественно, возникает сакраментальный вопрос. Хотите рискнуть под Новый год? Нет, не хочу. Это абсолютно ваше право. Вы победитель. Капитан шоу «Поле чудес». От всего сердца, от нашей программы, от телекомпании «Вид», от Первого канала я хочу выразить безмерную благодарность нашим аграриям за их нелегкий, но такой важный для всей страны труд. За то, что сегодня в каждом доме, в каждой семье есть возможность поставить на стол качественные и свежие российские продукты. Крепкого здоровья, высоких урожаев, счастья и благополучия. Дай вам Бог в Новом году. Вот перед вами люди, которые накроют вам новогодний стол. Люди, которые делают все возможное, чтобы за вашим столом было приятно сидеть. Вот они перед вами, простые русские люди. Ах, как хорошо, что они сегодня в студии. Вы можете их увидеть. Они накроют вам новогодний стол. С Новым годом! Я думаю, этот год будет хорошим. Уйдут все печали и беды. Останется одно – любовь
любовь к вашим близким, к вашим родным, к вашим друзьям. Без этого жить нельзя. И еще одно. Наступает... Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый волк рысою пробегал. Порою волк сердитый волк рысою пробегал. Чуть снег по лесу часто под колосом скрипит. Лошадка махноногая торопится бежит. Лошадка махноногая торопится бежит. Идет лошадка дробненький, на дробняк мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. И вот она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Новым годом! Наступает год быка. А он скоро вырастет, как вырастут наши дети. Пусть они будут счастливы. Поздравляем вас с Новым годом! С хорошим, добрым, наступающим 2021 годом! Всем счастья, здоровья, подарков, хорошего настроения, любви и удачи! С новым 2021 годом!